Даже когда решения принимаются не коллегиально, а на принципах единоначалия, все равно проблемы не решаются. Что может быть единоначальнее армии? Но там постоянно и регулярно гибнут солдаты. А руководство армии, которое таких приказов никогда не отдавало, все равно не может найти виноватых, потому что само всех прикрывает. Подробнее в сюжете Андрея Токумбаева. Процесс демократизации в армии почти не сдвинулся с мертвой точки. Как и прежде, вооруженные силы все еще остаются недоступными для общественного контроля. В итоге служить в рядах армии в мирное время опасно для здоровья и жизни. Так считают в общественном фонде Кылым-Шамы. Правозащитники расследуют череду увечий и суицидов среди солдат срочной службы. Один из пострадавших, рядовой погранотряда в городе Талас Кубан Малдалиев, неоднократно подвергался избиениям со стороны военнослужащего контрактной службы и в итоге ослеп. Вот что он рассказал журналистам о причинах потери зрения. Все началось в июне прошлого года, когда один из контрактников ударил меня автоматом в височную часть головы левой стороны, после чего меня возили по больницам села Кокой, после чего поместили в санчасть. Тогда я уже начал терять зрение левого глаза. Мне приказали никому об этом не говорить. Я молчал. К концу июня этот же солдат меня снова избил. Я пробыл 42 дня в санчасти без особой медицинской помощи и полностью потерял зрение. По факту увечья было возбуждено уголовное дело. Идет суд. По мнению адвоката, обвинения предъявлены далеко не всем виновникам инцидента. К уголовной ответственности должны привлечь не только сержанта, но и командира отряда и начальника медчасти, которые своевременно не содействовали в оказании квалифицированной медпомощи и скрывали преступления. Представитель военной прокуратуры сообщил журналистам, что установить всех виновных было непросто. Малдалиева он ударил автоматом, но в целях установления, чьим автоматом он ударил, то есть сейчас проводятся проверочные мероприятия, потому что в целях установления, кто получал в тот день оружие. А вот какими подробностями этого дела поделился с корреспондентом Пятого юрист Кылым-Шамы. После того, даже когда он потерял одно зрение, его положили в медицинскую часть. В медицинской части, уже находясь на лечении, этот же сержант обвиняет его в краже денег и снова применяет к нему физическую силу и заставляет его найти денежные средства в размере 2000 сомов. В череде издевательств над новобранцами прибавилась другая проблема. У солдат срочной службы все чаще и активнее вымогают деньги. Причем в вымогательствах порой участвуют не только рядовые, но и командиры. Именно по этой причине лишился рук Руслан Сапарбаев, сержант воинской части в городе Майлусу. Потерпевшему ампутировали обе руки в результате ожога 4-й степени. У него постоянно требовали деньги. Один из солдат-контрактников части и офицер. Чтобы расплатиться со сослуживцами-ракетирами, Руслан решил срезать якобы нерабочий электрический кабель близ распределительной станции ЛЭП и продать медь скупщикам цветного металла. Солдат не знал, что кабель был под напряжением. В итоге почти месяц госпиталя и ампутация. А вот третий случай увечий, произошедший в селе Койташ. Когда наш адвокат туда вошел и сотрудники НЦПП, Национального центра по предупреждению пыток, туда вошли, солдаты непосредственно уже к ним обратились с заявлением, то, что к ним применяется физическая сила беспричинная, их используют в качестве рабочей силы, и за это получают денежные средства. Издевательства над солдатами, которых порой не сводят до уровня рабов, нередко приводят к суициду. Например, 18-летний Арзыбек Байсал-Улу, рядовой воинской части конвоя колонии номер 19 села Джанеджер в Чуйской области, погиб 6 июня 2018 года в результате огнестрельного ранения. По версии следствия, это был суицид. Так называемый самострел солдат совершил, подвергаясь систематическим унижениям со стороны сослуживцев. Подчеркнула в разговоре с журналистами руководитель Кылым-Шамы. Необходимость усиления контроля, вот, гражданского контроля, как со стороны родителей, так и независимых гражданских активистов. И плюс необходимо усилить работу омбудсмана, необходимо, чтобы Национальный центр по предупреждению пыток почаще ходил. Своими предположениями о том, почему самоубийство среди военнослужащих чаще происходит именно в воинских частях при КСИНе, правозащитник поделилась с радио «Азатык». Вообще новобранцев нельзя отправлять на охрану тюрем заключенных, потому что они никогда не держали в руках оружие, не прошли подготовку. Кроме того, охрана тюрьмы – особая работа. Там сидит особый контингент. Они не только охраняют тюрьму, но и смотрят за осужденными. Если осужденные будут оказывать психологическое давление, то в каком состоянии они будут? Поэтому тюрьмы должны охранять специалисты, которых берут по контракту, то есть готовые кадры. С нею согласна правозащитник Таликан Исмаилова. Есть закрытые институты, как
военные, да, и эти институты пока не реформированы, и они не соответствуют тем, значит, высоким стандартам, чтобы соблюдались права человека, чтобы не было там дискриминации, насилия. А вот по мнению военного эксперта Анвара Сатаева, подобные инциденты как результат неуставных взаимоотношений происходят потому, что новобранцы призываются в армию слабыми и физически, и психологически. С ними недостаточно ведется допризывная подготовка. Он предлагает следующее. В военных комиссариатах по месту жительства призывников необходимо усилить меры допризывной физической и психологической подготовки. С начальных классов средних школ вести уроки патриотического воспитания. Демобилизовавшимся в запас военнослужащим срочной службы предоставлять льготы при поступлении в профессиональные лицеи и вузы. Ввести строгий конкурсный отбор среди призывников. Ссылаясь на опыт Узбекистана, где в результате похожих мер число жертв неуставных взаимоотношений значительно снизилось, военный специалист утверждает, идти в армию молодые люди должны не по принуждению, а из соображений престижа и повинуясь чувству воинского долга перед Родиной. К сожалению, требования такого долга и режим секретности в вооруженных силах привели к тому, что солдаты срочной службы даже более бесправны, чем заключенные тюрем и пациенты закрытых психоневрологических лечебных учреждений, считают в Кылым-Шамы. Мое личное мнение то, что в медучреждениях, чтобы поместить гражданина против его воли, в медучреждения и в исправительные учреждения, как в законе прописано, пенитенциарные учреждения, необходима процедура. Там гражданин имеет на защиту, там ему предоставляется гарантированная юридическая помощь, если у него нет средств нанять адвоката. Там есть у него право на обжалование. В свою очередь у солдат намного меньше прав. Это в Конституции закреплен его святой долг и воинская обязанность. Да? В военном уставе вооруженных сил Кыргызстана указано, что военнослужащий должен быть готов ко всем тяготам и лишениям воинской службы. Да, это правда. Независимость и свобода могут стоить крови. Вспомним перестрелки на границе, нападения бандформирований террористов и ряд других трагических инцидентов нашей истории. Но как относиться к таким вот, например, тяготам и лишениям? Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.